Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Друзья, наступила долгожданная весна, когда все просыпается, вся природа просыпается и хочется добавить ярких красок в жизнь. Девушки могут наносить красивый макияж, чтобы подчеркнуть свою красоту. И у нас сегодня специальный гость, визажист Виктория Ким. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И я знаю, что вы будете готовить что-то очень-очень интересное и вкусное. Что же будет? Сегодня у нас будут крылышки, острые по-корейски. Острые по-корейски. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, потому что, как и легко, быстро, вкусно, и каждая девушка может повторить. Угу, несложно. Несложно, абсолютно. Несложно. А она входит в список блюд, которые вы тоже сами по себе любите? Да. Ага. Ну, то есть дома часто готовите? Ну, не часто готовим. Ага. Да. Потому что разные сколько времени блюда. потребуется, как все делается? Ну, Немножко расскажите, я пожалуйста. думаю, полчаса. Ага, быстро. Да. Относительно быстро. Как все делается? Ну, мы сейчас порежем пополам. Ага. У нас будет, обжарим лук, пожарим крылышки, потушим. Угу. И, соответственно, у нас будет соевый соус, кудичан, не кудичан, а по-другому. Соевый соус. Соевый соус. Устричный соус, по-моему, Да, стоит, да? давайте. Да-да. Травой. Я помню, что его. И перец красный. Специальный какой-то. Ну, вот я Специальный, смотрю, да, он красный, вот, корейский. и он корейский. Слегка островатый и сладковатый, я бы сказала. Мгм. А не потому ли выбор пал на это блюдо, потому что у вас муж кореец? Да. В том числе? Да. у вас фамилия Ким. Да. Ким, у меня муж кореец, Мгм. вот, и у нас в основном дома корейские блюда. Мы готовим, я В основном? готовлю. Да, М. и, как бы Это муж всегда. настаивает? Ну, как муж любит, Марк, дети не любят, если не я так уж. люблю. Да, поэтому у них, у корейцев разнообразие, очень много блюд, поэтому мы готовим разные каждый день, А я в вкусные. Корее, мне особенно нравится то, что они мясо вот так, у них тоже же вот эта традиция такая, прямо на гриле готовить, жарить, Да, все прочее. мясо Тот же много, сам гипсаль, мясо любят. вроде можно. Ага. И уличные, да, у них очень вкусные. Вот какой-то там улица такая была. Но мы не в Корее живем, поэтому не знаю. как. Ну, в смысле, я имею в виду, корейская кухня вообще очень вкусная. Ну, хорошо, друзья, давайте потихоньку начинать. И первый вопрос. Начнем. Расскажите, пожалуйста, Виктория, немножко о себе. Так, о себе. Кто вы, что вы, как вы? Где я родилась, да? Или так? Да. Родилась я в Верхневолюйске, мама с Верхневолюйска, отец Салаихи, поселок Оленегорск. Мгм. Вот, я жила там, потом переехали в Якутск. Мгм. Поэтому можно сказать, что родилась я в Верхнеулюйске, периодически мы приезжали, но в основном все-таки это Аллаиховский район. Мгм. Очень вкусная рыба, Да. олени, север. Папа у меня охотник, О. рыбак, но без этого никак не выжить, поэтому Да. рыбалка, Там охота практически с все этим детства. занимаются, да. Обязательно, Ага. все мальчики. А вы там доводилось? Обязательно, конечно, Надо с же, отцом. расскажите. Давайте просто про это рассказывать. Я очень люблю Рыбалку охоту. я очень люблю. Да ладно! Да. Тем более, зачем нам До сих визажизм, пор. когда мы можем разговаривать про охоту и рыбалку? Да, как бы- Итак, быстро переформатировались. Сегодня у нас охота и рыбалка. в Охота и Якутии. рыбалка. Охота и рыбалка в Якутии, в Аллаиховском улусе, в частности. Так, действительно, вы ходите на рыбалку и любите это делать? И люблю Как вы по это сей делаете? день. У нас даже сейчас мы приехали в Краснодар, мы в основном постоянно на рыбалке. Каждый И в Краснодаре выходной. тоже рыбачите? Конечно, как без этого. Ладно, да? Да, уже с детьми. Ну, это, то есть, практически любимое увлечение, хобби, наверное, да? Конечно, Уже да. превратилось, да. Давайте все-таки Давайте. Так, Так. крылышки мы, Темпо, получается, темпо, вот эти темпо, темпо. острые фаланги убираем, да? Да, можно Давайте я убрать. Да. давайте. И пополам, да? Давайте я вам тоже помогу. А вы будете резать вот эти вот крылья. Так, сначала с курицей. Да, быстренько курицу порежем. Итак, Виктория, да, мы все-таки немножко отвлеклись, да, переехали в Якутск, и как дальше развивались события вашей жизни? Так, поступила я, получается, в хореографию. У нас Хореографию. Да, Так, агики, почему? агики, потому что я с детства танцевала. Можно уже включать? Да, включать можно. Так. Я поставил на Вот очень эти сильный огонь, полностью но не да, нужно, смотрите можно сами. вот эти чуть-чуть убрать.
Так. И вот это тоже используют? Ну, вот эти вот только можно было убрать, Да? а все остальное ставить, допустим, раз, вот эти вот такой вот кончик. Так, переехали мы в Якутск, поступила я АГИКИ. Активский государственный институт культуры и искусств. Искусство, да. На хореографию? Да. А почему вы выбрали вот это? Потому что Танцевали? с детства я танцевала, любила петь, танцевать, была Вот очень здесь, активная. Вы разрезаете вот это? Ничего не нужно Да. резать. Пусть всё это. Ну, можешь порезать. Так никогда не режу. Ну, что еще? Я что-то... Учились, закончили. Учились, закончила, да. Так. Вообще, как я, может быть, вам интересно, перешла вообще к визажу? Почему Ну к да, визажу? мы, шутя, эту рубрику вообще называем, как вы дожили до жизни такой. Ну, то есть хореография, вдруг начали... Ну, в общем, мы Визаж это же все-таки, красить людей. красить людей. Вообще началось все с этого. И даже, наверное, хореография это был какой-то толчок в хореографии, потому что мы же всё равно это танцевали. искусство, творчество. Конечно, это Всё равно сцена. сопряжённое. Мы все красились в то время, потому что на сцену выходишь, все равно красишься. Ага. Да? Я начала красить своих девочек. Тогда я поняла, что можно ярко накрасить, это смоки айс, красные губы, да, румяна. Тем более на сцене нужно вообще вычурно, не как повседневно сильно краситься, правильно? Да, это меня... Потому что сцены же видно слабо, и я потому что тоже танцевал, и мы там тоже страшно красились. Ну вот, Да, подчеркнуть там что-то, добавить тона, Да, всё-таки это- сильнее. Да? Да, все-таки это сценический макияж. Сценический макияж это другое, вот да, вы у меня с уст сняли, да, правильно. Все, начинаем. Нагрелось масло у нас, Нагрелось. лук. Бросаем лук. Ага. Все, обжаривается у нас. Да, вы смотрите огонь, вот смотрите, вот примерно Да, так средний, нормальный. Средний огонь. Говоришь, Итак, возвращаясь, поняли, что вы любите красить? Либо вы всю дорогу любили красить? Скорее всего, уже со школьных годов. Потому что первый заказ был в 8 классе. Тогда было 100 рублей. Что значит заказ? Кто Заказ вам на заказал? макияж. Да ладно? Да, соседка А. наша, Кристина ее звали, пригласила меня. Как раз это был Новый год за 100 рублей. Это вот первые, наверное, мои Зарплата. заработанные деньги. Да, но были. я считаю, что овладел той или иной профессией, если за это тебе заплатили деньги. Все, я умею красить. Худо-бедно, я не знаю, как угодно, но главное, деньги заплатили. Я дробила, крошила цветные карандаши. Это было, знаете, когда даже в 6 таком вот классе мама не красила, косметики не было. Я брала и потихонечку подкрашивала. Понимала, что можно коричневый оттенок, синий оттенок. Залу там брали, да? Кто там Марфуши, как Морозко? Свёкла, нет? Ну нет, все-таки цветные карандаши это были первые мои, наверное, тени. Вот я сама создавала. То есть вы даже не думали, что это может быть вредно, там, да? Цветными карандашами нет. Мне почему-то даже об этом, если честно, не думала об этом. Там же кадмий, тяжелые металлы. Ладно, не суть. Вот, Хорошо. вот, я вот начинала вот так вот, потом серыми оттенками я уже начали создавать скульптуру лица, смотрела, моя мама шьет, журнал «Бурда», как тогда еще Бурдамоды. были, да, «Бурдамода», там девчонки красивые, думаю, почему они такие красивые, с чем же мы отличаемся? И вот я начала крошить цветные карандаши, серые оттеночки и создавала вот эти вот именно оттеночки, нос, там, скульптура лица. Я понимала, что создаю интересный Некий образ. образ, Да, некий потому что запах косметики другого, не да. было. Да, ничего, я все поняла. смотрите. Косметики тогда не было. И потом уже появились, это у нас Рубероз, Вов, это уже. И уже когда мы переехали в Якутск, начали уже выступать, я Танцевать. начала красить уже своих девочек. И все это как-то пошло. Сначала это было за Сникерс, за Кока-Колу, да, и потом уже, наверное, уже опять же 500 рублей. Какие танцы вы танцевали, кстати, мне очень интересно. Я в основном танцевала гулун, ансамбль гулун. Гулуни? Да. Ну так вы профессиональный практически танцор, получается. Ну, я профессиональная. Профессиональный танцор. Ну, это же какой очень известный ансамбль, Да. который куда только не ездил. Вот, Вы мы вот вообще, наверное, ездили. полмира объездили только с Ну, не ансамблем. полмира. Ну, много. Ездили же все. Ну, как бы такие центральные ездили. И еще чуть-чуть. Чуть-чуть, все-таки бы какая-то золотая корочка у нас впереди. Золотая должна быть. Ну, вот, по-моему, очень красиво все получается пока. Да, еще чуть-чуть. Пусть подождем.
Все, лук обжарился, Все, по-моему. да, и начинаем кидать, Закладывать. да, наши. Ну, видимо, в две эти придется. Или вообще все выходить. Ничего, все, Вот так лезть. да. А все отлично. Все, крышечкой закрываем. Так, давай. Уже закрываем. Ну все. Виктория, Может, Когда- огонь уменьшить? Нет, пока чуть-чуть прожарится. Угу. Тушится будет. Виктория, когда к вам пришло понимание, что, ну вот, красить людей, это мое, это будет делом моей жизни, ну или как это постепенно? Это, наверное, уже со школьных годов, да, все-таки. То есть вы уже в себе... Мне это очень нравилось, Более- красить, да, но тогда не было, мы не понимали, что есть профессия, что можно этим Ну да, зарабатывать, да, просто да, это да. дело нравилось. Ага. Вот. И уже когда в студенческие года я начала принимать, красить своих девочек, когда мне начали платить, я поняла, что можно на этом зарабатывать. Вот. Но я до конца не думала, То есть что востребованность некая появилась, да? Да. То есть заказов все больше, наверное. больше, конечно, больше. А потом, когда я даже школу, институт закончила, и все равно уже сарафанное радио. Это сначала все наши друзья, подружки, знакомые. Знакомые знакомых, да, незнакомые люди, скорее всего, да? Каким-то образом находили телефон, говорили, кто я, говорят. да, «Я тогда знаю». же не было ни WhatsApp, ничего. Ну да. Вот, это Тем более всё-таки. соцсетей, скорее всего, да, вот так. И что вы сделали тогда? Все, я пошла. Нет, я все равно как бы занималась своим делом, все равно у нас была как раз-таки кулинария, кухня. Вот, об этом пока не буду говорить, как бы мы это занимались и общепитом. Я еще танцевала и красила. Это все было вот так вот, в круговороте, да. И все-таки, наверное, спустя какое-то время я поняла, что это дело действительно приносит хороший доход. И я Тем открыла... более она вам очень нравится. Очень нравится, он Да. просто очень нравится. Даже больше, чем танцевать. Больше, А вы наверное, в клубы ходили? в клубы ходила. Специально танцевали там? Да. Так, ладно. Ага. Вот. И, наверное, ну, как бы муж мне помог открыть студию. Я сначала открыла студию, начала там заниматься, принимать своих клиентов. Раньше же мы ходили по домам, ну, приглашают, идешь домой, красишь и зарабатывали. Ну, надо. Мужу это не нравилось, То есть конечно. приходящий бизнес. Ну, как бы так и все начинают. Ну да, приходящие нет, ну я жить. ничего не говорю, Да, это нормально, выездные, выезжаем. Вот, а объект начинаем красить, украшать красивых девушек. Вот. И потом уже я открыла свою студию, где ко мне уже приходили туда. Я уже не выезжала, я просто принимала Конечно, у да. себя. Запись, там, администратор появился, наверное, да? Сначала это все сама, никаких администраторов. Эй, Ага. Так, никаких администраторов. и потом потихоньку это все разрослось. И потихонечку это все разрослось. Так. Интересный у вас псевдоним, или как вы это называете? Рассвет? Рассвет, да. Все знают вас как Рассвет. Викторию Рассвет. С чем это связано? Ну, рассвет – это все-таки новый день, Ну да, да? Начало. Начало, новые возможности, чистые Ожидания мысли, новые. да, Что-то вот все-таки вот прекрасное. с этого. Как правило, это всегда красиво. Да, всё- Чеснок. Так, да, можно порезать, да. Нет, тонко, Да, тоненько. тонко слайс или кубик. Да, по кубикам можно. То есть это просто творческий псевдоним, да? Да, это все-таки более А творческий. сейчас же, ну, вообще такая мода есть. Люди берут, был Коля, стал, допустим, Дархан. Вы не собираетесь Нет, паспорт поменять? нет, конечно просто же, псевдоним, нет. Это всё. просто, да. А ваше имя, в честь кого вы вас назвали? Мое имя – честь отца. У меня отец Он Виктор? Виктор. Ну, Вознесенский Виктор Викторович. Надо же. Ну, я тоже Красиво. подевчаю, да. Звучит как профессор. Вознесенская Виктория Викторовна. В детстве, да, вы в Кубе. Да-да-да. Сейчас Виктория Ким. Мгм. Чем занимается ваш муж? У него тоже общепит.
Как бы все равно здесь, в Якутске, мы периодически приезжаем сюда. Мгм. Да, кстати, вы про переезд. Да. Да, мы переехали в Краснодар. Это был 16-й год. О, давно. Ну, можно То есть сказать. здесь набегами. Приезжаем. Родных Ну, потому что проведать. родители здесь, Ну у да, меня да. родственники, у меня друзья. Мы все равно периодически приезжаем сюда. Да, и я знаю, что вы просто влюблены в природу. Очень. Да. Вот мы начали. Что это для вас? Ну, скорее всего, вдохновение, отдых, что еще? Да, это какие-то семейные ценности. Это именно момент, когда ты можешь с детьми выехать на природу. Почему именно Краснодар? Знаете, как по локации. Вот, вот мы живем в Краснодаре, отсюда мы можем, захотели, уехали на море, захотели горы. На выходные. На Раньше ж так было, выходные. можно было, да? Да, а здесь, Давай в допустим, Турцию на 3 дня, ну, условно. ну, может быть. Ну, мы на природу. У нас вот Эльбрус, Домбай, Архыз. Я прилетел с Эльбруса Дагестан. неделю назад. Красота. Да, очень красиво. И зимой, и летом. Вот. И я человек, который вот захотела, сделала. Я не люблю сидеть на том месте. Долгие планы. То есть Да, мы за... Да, вот. Так, можно уже огонь чуть-чуть уменьшать. Уменьшать. Да, уменьшаем чуть-чуть. Вот, прожарилась у нас Да, уже. все у нас При по этом, красоте пока получается. За разговорами еще не забываем о еде, потому что это все-таки ведущего надо накормить, как я вам говорил. обязательно, Встречи. потому что все-таки лук, он чуть-чуть дает. Личная встреча до передачи. Чеснок пока еще рано, да? И чеснок сам под конец. Я люблю, когда чеснок прямо вот самым последним закидываю. Для аромата, да? аромата, да. А лук, видите, он такой вот корочку и вкус, такой сладость. Поэтому я люблю сначала обжаривать, а потом только закидывать. Так, и еще чуточку поддержим. Ну, горичку не надо добавлять. Нет, ничего, не просто. добавляю, да, не добавляю. Сейчас Смотрите, я добавлю огонь, видите, вот соевый. я вот не минимальный поставил, пусть так Да, стоит, да, тушится. да, да. Прекрасно. Итак, смотрите, я так считаю, ну, может, я ошибаюсь, но визажист это все равно практически художник. Да, это же нужно видеть, что можно изваять. Практически скульптор-художник. Ну, Да, лица можно. разные, у кого-то Создаем некий образ, я бы образ, да. сказала. Первый образ, да? Да, То есть к вам потому что- приходят, Да, к нам приходят, нам доверяют. Нам всего лишь нужно понять, куда она идет, с кем и в чем. Мы как психологи, мы все равно чувствуем, как мы то все равно есть видим. на первое свидание Да, в кино, в театр, да, разные макияжи. обязательно. Наряд мы смотрим, чувствуем клиента, смотрим, как она общается, слышим, да, манеру. И все равно это получается какой-то некий образ. Вот, и подбираем. Ну, женщина вам. Ну, если она хочет, допустим, например, я с ну, девчонками какие-то образы. иду в клуб, у нас девичник, Ага. у меня будет короткое платье, либо конский хвост, естественно, мы ей подберем по образу, возможно, стрелочки, возможно, без румян темный скульптор, такой вот именно женщина-фам. И это будет кстати. Вот, ну, если девушка молоденькая, юная, говорит, у меня сегодня встреча с родителями. Мы уже опять понимаем, с кем, с родителями. Постельная-то она скромнее. О, вы прямо все знаете. Куда я Да, знаю? вот такие вот Простите, оттеночки. Так, попробуем еще. Ну, как бы мы, в Не принципе, должна выглядеть вызывающе. Да. Хотя иногда это тоже надо. Почему нет? ну, Да, нужно поддерживаем. клиента услышать, Да, да. прочувствовать. Мгм. Да, и, конечно же, сообща мы работаем, подбираем, какие оттенки будут. Сейчас весна, уже свадебные идут, да, праздничные Да, моменты очень много, да, да. да. И здесь, конечно же, все равно мы подбираем. Вообще визажистам всегда советую, если вы работаете с невестами, обязательно нужно сделать репетицию. Да, чтобы как бы, да, она посмотрела, в день свадьбы у нее не было истерики, сразу подбираете Что это оттеночки, вообще да, такое со мной сделали? визажист все это записывает, фотографирует, показывает, накрасили, Вы молодец чтобы просто, она потому потом что это один раз в жизни. Ну, надеюсь, для Конечно. многих. нужно. Я считаю, что, ну, как бы, всякое в жизни бывает. Для меня все-таки семья, мужчина, это очень сокровенно. Это, ну, это чисто мое вид, потому что женщина – это все-таки достояние. Девочка, девушка, женщина – это достояние, которое все-таки потом мы же вручаем вам себя.
да, чтобы вы нас оберегали, любили, вдохновляли, помогали взлетать. Вот, поэтому мне кажется, это раз и навсегда. Но это чисто мое мнение, в жизни всякое бывает. Да, жизнь всякое Поэтому бывает. к этому моменту нужно относиться очень аккуратно. Щепетильно причем. Да, Да, очень. смотрите, Виктория, вы говорите, что первым делом вы обсуждаете, слышите пожелания, услышите пожелания, что человек хочет, и совместно подбираете образ. Да, обязательно. Подбираем оттенки, тона, направление макияжа, да, растушевки. Все равно это все учитывается. Спасибо большое. Соль. Так, Обязательно, как без соль, соли. конечно. Ну, мы соевый соус остричь не добавили, но все равно соль тоже чуть добавляем. Да, все равно добавляем. Так, Так, добавлю я пасту. что-то красное. Так. Да, она острая. Острый красный. О, она даже реально Да, острая. сладко-острая. Это всем известный гочуджанг, кажется. Правильно я прочитал? Hot Правильно. pepper pasty. И потихонечку это все мы размешиваем и даем тушить. Да. И это будет, если в меню было бы в ресторане, 3 перчика или 2 перчика. Остренькое же получится, Да, я бы не сказала, не сильно острая будет. да? Ну это вы, наверное, так считаете. Я вообще Ну, если острое. попробуйте, убедитесь. Да, я такой, ага, дайте быстро молока. Вот, уже обволакивает. Посмотрите, какой оттенок красивый. Да, цвет переплетает, да, такой оттенки переплетает. Мне кажется, еще это подрумянится, еще будет лучше. Да, сейчас мы еще закроем крышечкой. Ага, и будем тушить дальше, да? Чуточку потушим, я добавлю уже. Сейчас я добавлю еще Уксус? уксус. Ага, столовый. Да, чуть обычный, да? погоди. Уксус и приправу. Приправы. Там у нас же, в принципе, уже готовится. Уже? Чуть-чуть, Да. да. Еще меньше огонь. Так, меньше поставим. Смотрите, да, она может. Вот так. Пойдет. Хорошо, ждем. Итак, смотрите, вот совместно обсудили образ. Ну вот девушка говорит, нет, я хочу вот так и все. Что вы делаете в таком Ну, случае? во время репетиции мы подстраиваем, все равно подсказываем, да, все-таки мы профессионалы, мы подсказываем, как все-таки какие оттенки будут в тренде, какие оттенки будут лучше сочетаться с ней, да, с ее образом. Когда даже мы смотрим, как бы советуемся с невестой, мы все равно смотрим, каких тонах будет, букет очень важен, да, Ну, вообще оттенки. весь полностью, комплекс, весь полностью процесс, комплекс. да. Ну, это что касается невесты. Я имею в виду, ну, пришел обычный клиент, это не невеста, ну, говорите, мне сегодня Это выход. каждый клиент для нас необычный. Мы все равно также относимся очень серьезно, очень щепетильно. И, конечно же, нам нужно знать все ее минусы, плюсы и предпочтения, чтобы она как бы так вот совпала. И она уходила от нас довольной, счастливой. Вообще мы, визажисты, да, мы украшаем женщин. Ну, От нас конечно, да. уходят счастливые, довольные. И по-хорошему каждая женщина, чтобы не ждали Новый год, 8 марта, день рождения, можно выглядеть безупречно каждый день. Ну да. Почему бы нет? Нужно, я считаю, мы же женщины. Мы же украшаем этот мир. Но все-таки вы, скорее всего, согласитесь с тем утверждением, что красота в первую очередь идет изнутри. Это очень правильно. Правильно же? Это да? очень правильно. Глаза. Сначала. Я очень в это хочу верить, то, что мы видим вот красивое личико, опрятное, то она именно Ухоженная, красивая. ухоженная, красивая, Выспавшаяся. чистоплотная, да? Да-да-да-да. Все равно гигиена для меня это очень важно, это все-таки это внутреннюю красоту она проявляет. Не хочется верить, что она красивая, а изнутри она уродливая. И мне кажется, таких женщин не существует. Все мы красивые, Все мы добрые, красивые, да, но, к опрятные. сожалению, статистика говорит о том, что не все с этим соглашаются. Многие же говорят, ой, не фотографируйте меня, я плохо получаюсь, вот так что-то Ну, не возможно, так. еще молодые, так. я бы так думаю. Вообще красота – это уход. А все, что мы вот наносим, это украшение. Вот по настроению. Это все должно быть есть это две разные желание. вещи, да? Да, уход, забота о себе. Мы же голову моем, мы же все равно как что-то там все-таки чистим. там Утром делаем, же да. зубы Даже чистим. я там что-то Да, делаю, давайте да. вообще ничего делать не будем. Мы будем вот так вот ходить. Все-таки чистота, опрятность – это прежде всего.
Вот. А потом уже, я сейчас вообще женский ритуал. Вот уже у нас все. Я начинаю закидывать. Так, Уксус, уксус, шушуть, чуть-чуть. шушуть. Так, столовая ложка буквально, да? Мгм. Хорошо. Линкс. Так, что это? Это у нас санча, Что? кинза. Я щас- Кинза. Санча кинза, называется. вот. Это Ага. корейский, я что сказала. Корейская. Так, И уже чеснок весь. да, Баум. побольше чеснока. Конечно, будет санча, еще, ну как бы, опять санча говорю. Кинза, Кинза, свежая. так. Это было бы вообще вкусно. Но у нас есть лук. Да, сами под конец мы еще бросим. Бросим. Хорошо. Все это перемешиваем. В принципе, у нас все готово. Мы сейчас выключаем и даем отдохнуть. А, ну то есть она должна подойти, да? Да, еще буквально 5-10 минут и Да, все. мы поговорим, у нас время позволяет, все хорошо. Все, вот. Вкуснятина. Вообще, я думаю, что... Обалденно. Вам- Единственное, чего я боюсь, что вот это будет остренько. Нет, остро не будет. Да? Чуть-чуть все-таки. Ну, вы привыкли, наверное, просто острое кушать, раз уже вы все время часто дома А вы знаете, в кушаете. детстве я вообще ни чеснока, ни лук, ничего не ела. А, ну, привычка, да, сила привычки Вообще есть. никогда. И мне мама всегда говорила в детстве: ой, Вика, в жизни бывает так, все наоборот. У тебя, наверное, муж будет китаец. Я говорю, и меня китаец? Нет, конечно, да я там никогда. Говорю, ой, Вика, не говори громко. Да я скажу громко, не будет такого. И вот так, как будто так и получилось. Чтобы, да, я воду- даже как воду кетчуп не глядели. ела. Про Смотри, женский ритуал, да, хотела сказать, утренний ритуал. Еще раз? Женский утренний это ритуал. уход, да, вы говорите. Давайте об уход. этом поговорим. Женский утренний ритуал. Вот, допустим, каждая девушка, когда я спрашиваю своих учеников, девочки, вы уделяйте себе время, сколько у вас утром времени позавтракать, накраситься. И мне очень жаль, когда они говорят: Виктория, у меня нет времени, я утром встаю, там водичку и побежала на работу. Мы бежим на работу. Слава богу, если кофе только. Кофе, возможно, даже бывает без кофе. И мне бы хотелось девочкам сказать, чтобы они уделяли себе время. Это драгоценное время. Но неужели мы жадничаем каких-то 30 минут, час? Я считаю, что девушка, когда утром просыпается, мы же сходим, почистили зубки, да, там, умылись, сделали себе ритуал, вот, и наши витаминчики вокруг глаз, уже настроение появляется, мы уже понимаем, что начинаем о себе заботиться. Вот, каждая женщина должна о И себе тело заботиться. говорит спасибо. Потом. Только тебе, да, и внутреннее ваше состояние будет вас благодарить. Да. Благодарить. Вот. И когда вы уже поухаживали, хочется уже чуточку там реснички, не обязательно накраситься ярко, слегка там губки, чуть-чуть румяна. Когда видите красивое личико, хочется что-то еще нарядить. Ну да, да. А потом уже Бывает. причесочку. Нюансики добавить. Да, что-то чистенькое, приятное, красивое, не обязательно черное, Да. что-то посветлее. Настроение появляется. Вот это вот идет некая магия. И когда девушка выходит из дома, Чтобы я смотришь прямо и у нее вау. крылья раскрываются. Если женщина начинает о себе заботиться, вся вселенная за ней стоит. Двери Не открываются. зря говорят, красота спасет мир. Не просто так, это золотые Языка. слова, но это мудрость. Да. Когда вы уже начали, вы о ученицах, да, давайте поговорим, когда вы уже начали обучать? Ну, то есть какое время прошло до того, как вы красили людей? Скорее всего, это был 15-16 год. Я начала обучать. А когда вы салон открыли? Салон когда у вас открылся? Салон я открыла в 14-м, да? То есть уже через год вы уже начали 14-13. обучать? Ну, до этого это как бы не салон был, а все-таки, я бы сказала, место, где я принимала. Мгм. Да, не салон. Это чисто моя комната была, бьюти-комната. Да. Место вашей работы? Это где-то в 11 году я открыла. И потом уже, наверное, в 13-м я уже открыла салон. Ну тогда довольно много времени прошло. И да, и у нас были, конечно, мы работали, не покладая рук. С 4 утра мы принимали девочек, клиентов до часу ночи. Бывало такое, 4 что... утра. Это те, С которые на 4. раннюю эфирию, наверное, бежали.
Возможно. Да, Но да. бывает так, что у нас надо в нет. 4 утра быть красивой, интересно. Ну, потому что времени не бывает, все, как бы все уже как бы заполнено, и девочки начинают, а можно меня в 5, а можно в 4, и мы вот так вот со своими девчонками, мы так работали. Ведущие «Утро Якутии», возможно. Возможно. Мы даже оставались всем ночевать в салоне. М, Девчонками даже, да, бывало такое, что мы оставались ночевать. И потом я начала потихоньку преподавать, да, обучать девочек. Конечно, это Откуда это пошло? Ну, то есть к вам уже приходили, очень говорили, многие, давайте, да, вы мне да, помогите, просили. пожалуйста. Я была не уверена, а просили достаточно много времени. Как бы, может быть, 2-3 года меня просили, То я есть была вас не готова. клиенты сами подтолкнули к этому, можно сказать? Да. Открыть мастер-классы, какие-то Конечно, курсы, я да? только благодаря желанию моих девочек. Как бы не было такого, что я буду преподавать, рассказывать. Ну, это. то есть специальной цели вы такой не ставили Нет, даже себе? конечно. Ну И надо это же. сначала это было просто подсказки, это было просто как совет. Потом девочки начали ко мне приходить, Вика, ну пожалуйста, пожалуйста, я не могу, я не знаю, как это все идет все-таки. Ну, я думаю, ну, я еще недостойна, я еще, наверное, недостаточно Вдруг знаю. не то сделаю. Да, не то, конечно, не боишься. то посоветую, потому что это же довольно же строго индивидуально. Вот да? сейчас, Да. да, когда я смотрю те года, да, все-таки не так, возможно, это было обширно, не так глубоко обучала. Сейчас, конечно, мы каждый год мы растем, мы меняемся, мы изучаем, обучаем и можем уже рассказать своим ученицам более подробно. Каждый год, каждый Это преподаватель уже абсолютно обучает. профессионально, у вас уже подготовленные всевозможные есть курсы и все прочее, да? Каждая девушка уникальна. Нет такого, что накрашенная, она красивее. Нет. А возможно, увереннее она себя чувствует Да, в этот вот момент. это- Это да, уверенность. Это не выдуманное, потому что когда я вижу своих клиентов, вот они выходят на сцену, если они не умеют в этом образе, не будет, как бы образ недостаточно собранным будет. И когда девушка накрашена, чуть-чуть убрали даже какие-то изъяны, скрыли, добавили, подчеркнули, все, настроение появляется. Мы же девочки. Уже вот Конечно, такая это уже совершенно уверенность, другая. уже осанка меняется. Другой взгляд. Конечно. Да. Вот, поэтому это не выдуманное. Принять себя без макияжа, это же так естественно. И которые девочки боятся морщин, у меня постарела. Но это неизбежная часть. Это глупость бояться, переживать за это. Ну, это, возможно, еще молодые. Да, поэтому, когда мы взрослеем и духовно. И то, что у нас какие-то морщинки, это просто наши линии, это наша линия что поделать, жизни. да? Да, Это часть это нужно жизни. принимать. Ну, никто из этой жизни не выходил без морщин, если мы хотим, конечно, до старости. Ну, конечно. Я все равно целюсь, я хочу прожить до старости. У меня внуки, пусть у меня будет И миллион так морщин. или иначе, это рано или Это поздно моя, появится. конечно, это моя история, я с этим буду жить. И не нужно гнобить себя, стесняться, Ну, то а есть нужно это, ухаживать, беречь. часть психологических проблем, но которых вы тоже можете решать, разговаривать об этом с своими клиентами. Так? Да, конечно. А вы каждое утро смотрите на себя в зеркало и говорите: вау, что за красотка, говорите так? Я люблю себя. Меня Прекрасно, любят. да, Я потому что девушка любовь. Я люблю, когда меня любят. Я люблю себя, конечно. Я благодарю себя. Я говорю маме, и без макияжа я все равно красивая. Ну, мы все девочки, мы же чьи-то дочеря. Да, и я хотя бы, да, ну как бы у нас же есть мама, папа, и хотя бы я считаю, что от уважения к своим родителям девушка должна любить себя, ухаживать за собой. Да, вот у меня есть дочка, но я всегда своим ученицам тоже говорю, я в гробу буду переворачивать, если она будет плохо жить. Так. Это даже ужасно, если твоя дочка будет плохо жить. А плохо жить для меня — это когда не любит себя, позволяет себе такие отношения. Да это же ужасно. Женщина рождается на эту землю только украшать, любить, вдохновлять, украшать Красотой. дом, семью. Это, как я сказала, девочка — это достояние. Это нужно себя беречь, любить, ухаживать. Да, потому что, мне кажется, вот в этом и есть заключается красота, когда мы начинаем заботиться, любить себя, да, ухаживать за собой. А украшение, макияж,
Это как второстепенное. Мгм. Почему бы нет? То есть сначала идет все-таки внутренняя составляющая, внутренний стержень, чтобы человек посмотрел на себя, я все равно Конечно, красотка, я девушка, вот которая за такая, собой я ухаживает, что-то собой любит. представляю, самооценка высокая, и потом уже пошло украшение. Так? Можно, да? Да. Смотрите, сколько вашей дочке лет? Мои 12. 12, да. Вы хотите, чтобы она пошла по вашим Очень, стопам? сразу Да? Ну, то очень есть вы её хочу, уже так потому что, да, я подталкиваете? понимаю, вот эту сферу я очень глубоко понимаю. Но как бывает, я ее не заставляю. Она Конечно. со мной ездит по городам, смотрит, ей интересно. Уже красится, наверное. Она и не 12 лет. 12 лет для меня это слишком рано. А, да? Ну, то есть вы ей конечно. запрещаете? Я запрещаю, не то, что запрещаю, она понимает, что это рано. рано. Да, конечно, какая косметика. Она может какие-то губки там увлажнить себе, Чуть-чуть. Ага. да, увлажнить. Ну, как бы у нас папа достаточно строгий к этому, и он, Чуть-чуть британский. он, да, не разрешит дочке. И я советую, ну, доченька, ну зачем? Лучше за волосами ухаживать, это уже красота. Уход за волосами, ногтями. да. 12 лет это гигиена. Да, все-таки это нужно понимать. Вот за этим. Основные моменты. Да, Ну, а вот чистые волосы краситься чуть обязательно. погодя ты успеешь. Дома давай мы с тобой вместе сядем, устраиваем девичник, и мы с ней красимся. А, Вот, прикалываетесь. да, вместе Да-да-да-да-да. с ней. Она кого-то красит, своих подружек, ну, такой девичник, такой, можно устроить праздник, да, девичник. Но в школу или куда-то выйти я не разрешаю. Можно какие-то сердечки, что-то там прикрепить, почему бы нет? Ну, а так, такой полноценный макияж, конечно, это очень рано, 12 лет для меня. Так, Итак, наступает самый Вкусная часть. вкусная часть, долгожданный Телепрограмма. момент. Да? рис можно положить. Ну что ж, друзья, давайте пожелаем друг другу приятного аппетита и давайте пробовать. Да, давайте Остренькое, возьмем чуть-чуть прибор. таким, чуть-чуть с опаской. Но я все-таки возьму. Хотел руками, ну ладно. Бомба. Острое? Нет? Ну, кажется, нет. Первое впечатление не сильно острое, нормально. Такое потяну я. Не острое, чуть-чуть. Ну да, чуть-чуть острое, да, не сильно оказывается. Просто такое пробовал в Корее. Ну, я думал, это сильно остро будет. Корейцы же вообще очень остро делают. Адаптированно, я бы сказал. Здорово. Виктория, у меня знаете, какой вопрос? Мы это обязательно все за кадром заедим, будем стоять кушать. Время у нас эфирное заканчивается, скорее всего, последний вопрос. Были ли у вас, наверняка были, недовольные клиенты, либо те или иные, по тем или иным причинам, говорят, да что вы со мной сделали, или я вообще не это хотела. Что вы делаете в таких случаях? Конечно, были. Мне кажется, у всех это всегда бывает. И это, либо я считаю, что норма, да. это норма, да. Это субъективно, потому что вы считаете, что это красиво, и еще же и надо продать это, что Вот красиво именно. сделать. Поэтому да. нужно уметь советоваться, объяснить, рассказать, да, почему вы выбрали этот оттенок, почему ей этот оттенок подойдет, и форма макияжа, допустим, да, и нужно договариваться. Мгм. Ну, то есть вы разговорами и все прочее. Конечно, все равно объясняешь, Либо рассказываешь. просто деньги вернули, сказали, ладно, больше сюда не приходите. Такого, конечно, это ошибка. Нужно уметь Конечно, да, договариваться, да. Мгм. Все равно ваша клиентка должна от вас уходить довольно счастливой. Возможно, ей непривычно. Возможно, ей Да, непривычно. да, Это да, бывает да. такое, что она вот пользовалась всегда синими оттенками, розовые губы. Если мы подбираем, то мы обоснованно рассказываем, почему этот оттенок подбираем, почему вам это будет хорошо смотреться, да, почему он молодит. Поэтому нужно объяснять, рассказывать, а не обижаться. Бывает, навстречу обижаются еще визажисты, начинают бояться. Вот, поэтому в этом случае лучше не бояться, а договариваться, рассказывать свой посыл. То есть, как говорится, как я часто люблю говорить, на берегу уже договориться об образе, примерно показать, что это будет, и потом осуществить, Да? возможно, мечту. Вы Да. будущий визажист, наверное, точно. Я, это, господи, нет, боюсь, что этого не получится, надеюсь, но не суть. Вы большая молодец, я вас хочу еще раз поздравить, у нас же вот прошел только-только первый осенний праздник, у нас есть Спасибо большое. цветы от нашей телепрограммы, от Семена, от нашего продюсера, от всех наших
вашей дружной компании. И хочется пожелать больше благодарных клиентов, еще раз с праздником. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших зрителей. Для девочек, что хочу пожелать для наших красивых девушек, женщин, любите себя, ухаживайте за собой, украшайте этот мир. Мы этого точно заслуживаем. Всего вам хорошего. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была визажист Виктория Ким. Виктория, расцвет Виктория, еще раз вам огромное спасибо за эту вкусняшку, за очень интересную беседу, что раскрыли чуть-чуть завесу вашей очень интересной творческой профессии. А всех нам еще раз с первым весенним праздником. Будьте здоровы. И мы, как часто здесь говорим, всегда ешьте как-нибудь. Просто вкусно. Будьте здоровы.